Тайны нефти– это уникальный проект, основная цель которого состоит в том, чтобы доступным языком рассказать детям о нефти и нефтяной промышленности. Однажды мама и папа взяли своего любимого сына Потапа на выставку нефти. Выставка оказалась огромной. Сначала Потапу было интересно, но вскоре у него заребило в глазах от всяческих механизмов, чертежей и мудреных приборов. Родители мальчика были заняты общением с другими взрослыми. Они что-то очень горячо обсуждали, а Потап в это время бродил по залу, пытаясь отыскать нефть, и познакомился с инженером дядей Ваней, который дал мальчику замечательную книгу о нефти, купленную на выставке. Потап присел на мягкий диванчик и начал просматривать книгу. Что-то ему было понятно, что-то нет. Слишком много формул и чертежей, да еще этот людской гул. И мальчик не заметил, как задремал. И приснился ему удивительный сон про царство нефти, в котором он познакомился с котенком Баррелем, инженером Иваном Нефтепроводовым, дедом Нефтеведом и другими. Книга написана в приключенческом жанре и проиллюстрирована специалистами коми-республиканской типографии. Она предназначена не только для детей школьного возраста, но и для всех, кто интересуется очень сложной и интересной нефтяной. Нефть и ее компоненты присутствуют во всех сферах жизни человека. Каждый из нас каждый день десятки раз сталкивается, конечно, не с самой нефтью, но с тем, что из нее сделано. Нефтехимия позволяет получать из нефти великое множество продуктов. Даже невозможно сосчитать, сколько именно, их тысячи. Знакомьтесь с героями, открывайте для себя новое, познавайте тайны нефти. Книга ждет своих читателей в Центральной детской библиотеке «Алый парус» в зале мечтателей. Факты говорят об обратном. Нефть может быть как черной, так и коричневой, зеленоватой, оранжевой, словно лимонад, и даже почти прозрачной. Цвет зависит от смолисто-асфальтовых соединений. Чем больше их нефти, тем она темнее. Поэтому даже на одном месторождении черное золото может быть разного цвета. Используют для производства более 50 товаров в различных отраслях. От косметики до авионики. Даже мягкое кресло, на котором вы сидите, делают с использованием нефти. Раньше нефть из-под земли текла словно сок из трубочки, а сегодня нефтедобывающим компаниям приходится работать с пластами горных пород, проницаемость которых в 1000 раз хуже, чем у пластов, с которыми работали в середине прошлого века. Сейчас, чтобы добыть нефть, применяются технологии, не уступающие разработкам космической отрасли.